Проблема изменения климата сегодня беспокоит все человечество. Каковы последствия глобального потепления? Как их смягчить? Этим вопросам посвящен цикл лекций доктора географических наук, руководителя отдела исследований изменения климата Государственного гидрологического института Олега Анисимова. В 2007 году в составе межправительственной группы экспертов по изменению климата он стал лауреатом Нобелевской премии мира. В столицу республики ученый прибыл по приглашению Международного научно-образовательного центра по биохимии и климатологии при Институте естественных наук СВФУ. 19 февраля на встрече с журналистами он рассказал об исследованиях в этой области и возможных последствиях глобального потепления. Это известно, что на севере больше изменений будет, вот Трофимович уже сказал, на 3,5 градуса потеплело с начала века, а в то время как глобально это всего на 0,8. Знаете, 0,8 градусов увеличилась глобальная температура, а у вас на 3,5, да, это в 4 раза больше. Какая будет у нас погода и какая у нас будет температура там 23 июля 2048 года? Это глупо так вопрос ставить. Можно вопрос ставить по-другому. Насколько лето, скажем, 2040-х годов будет теплее или холоднее лета 2000-х годов? Вот в климатологии именно так вопросы и ставятся. Зимы будут теплеть, вот скажем, от 2000-го начиная, да? Вот до 2100. Вот можно прикинуть, то есть это примерно около нуля, ну, примерно до 6-7 градусов теплее могут быть зимы, чем сейчас. Вот судя по этим прогнозам. Весна то же самое, в меньшей степени. Лето еще меньше, осень тоже достаточно много. А вот что станет, ну, с народным хозяйством, в этого слова, да? Вот что тут станет, допустим, с растениеводством? Улучшатся условия для растениеводства, теплообеспеченность улучшится или ухудшится. Дело в том, что кроме этого будут происходить другие изменения. Сами биомы, которые сейчас считаются там южная тундра, там кустарничковая тундра, северная тундра, типичная тундра, там, не знаю, высокопродуктивная тайга, там, типичная тайга и так далее, вот они будут меняться, там будет меняться видовой состав. То есть новый, это же не то, что вся целиком движется зона куда-то. Вот в новой зоне вдруг появляются отдельные виды, не характерные для этой зоны. Как правило, интродукция более южных видов растений. В Якутске профессор Анисимов пробудет почти 4 месяца. Кроме студентов СВФУ, его лекции смогут услышать все желающие. Ближайшая публичная лекция на английском языке состоится 24 февраля в конференц-зале научной библиотеки.